В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Анастасия Кобызева. Новая программа поддержки спроса на туристические поездки по России может простимулировать туроператоров на создание конкурентоспособных туров и, как ожидается, в целом поможет развитию малого и среднего предпринимательства, считают эксперты. Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит туристической отрасли дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Хотя Якутия в список субсидируемых регионов не попала, обнадеживает то, что список в будущем будет дополняться. О новых мерах поддержки и развития внутреннего туризма мы будем говорить сегодня с организатором экстремального туризма, членом Русского географического общества Дариной Федоровой. Дарина, здравствуйте. Здравствуйте. Как можете прокомментировать новые меры господдержки внутреннего туризма в стране? Я считаю, что если Якутия попадет в список, в этот список, то поток туристов увеличится, поскольку, несмотря на непростую ситуацию с пандемией, все-таки многие туристы из других городов пишут нам и просят, чтобы мы организовали им туры. Конечно, этому способствуют и закрытые границы, и прочие ограничения, но в этих ограничениях мы все-таки видим возможность показать Якутию изнутри и развивать внутренний туризм здесь. Дарина, а расскажите о своем проекте, как он зародился? Вы ведь вначале путешествовали вообще по всему миру. Да, я начала с простых путешествий автостопом, проездила больше 150 тысяч километров. Не так много стран, 15, но я старалась уделить каждой стране очень много внимания и изучить культуру каждой страны и даже язык, можно сказать. А потом переходила на все более и более тяжелые виды путешествий, такие как пешие походы, горный туризм, альпинизм, скалолазание. И вот когда я стала уверена в своих силах, то, что могу поделиться этим с другими людьми и учить их чему-то, то тогда я решила организовать проект свой «Школа туризма». И вожу в однодневные походы и двухдневные походы, как-то ознакомливаю по лайтовой версии легкой, скажем так, людей с туризмом. А вот сейчас в период пандемии спрос есть? Вообще каждый день проводите туры? Нет, не каждый день, по выходным только, но спрос очень большой, потому что люди устали сидеть дома. И у нас лето короткое, якутское. Невозможно сидеть дома. Просто мы насидимся еще зимой. И как еще сказать? А где в Якутии самые красивые места, которые стоит увидеть не только приезжающим туристам, но и самим якутянам? Меня удивляет то, что большинство, не большинство, а все-таки многое часть якутов, они не посещали близлежащие достопримечательности, такие как Булус, например, Кюрюлыр и остальные, хотя они ездили и во Францию, и в Австрию, там, куда угодно, да. Вот. Все-таки можно начать с ближними достопримечательностями посмотреть, а потом отойти чуть дальше. Но мне лично, я выделяю для себя несколько регионов. Это Момский, Улус Аймиконский, Тампонский, Булунский, поскольку он отличается от всех, там же тундра, в конце концов, и у нас море. И, река Синяя. Я считаю, что это красивее, чем Ленские столбы. А вы сами были во всех районах нашей республики? Да, во всех этих районах, не прямо во всех, а то, что я перечислила, я в них была. Поскольку мне посчастливилось поучаствовать в экспедициях при СФУ, это по следам Обручева и Плавучий университет, когда я еще училась в медицинском. Власти Якутии в последнее время заговорили о развитии промышленного туризма. На ваш взгляд, какой вид туризма имеет больше перспектив в плане привлечения туристов? Я слышала то, что Айсен Николаев будет продвигать эту тему и показывать людям, как добывают алмазы и уголь, показывать школьникам, то есть водить их на промышленные объекты, чтобы они видели, как происходит работа изнутри. Я считаю то, что это касается же не только трубки МИР, например, и нюрнбергских предприятий угледобычи,
но также и должны быть включены кузнецы, вот ювелиры, которые у нас есть, вот народные мастера. И я считаю, что у Якутии очень большой потенциал в этом плане. Вот вы занимаетесь организацией экстремального туризма. Это довольно и затратно, и опасно. Насколько востребованы такие туры сейчас и как обеспечиваете безопасность? Сейчас такие туры востребованы очень сильно среди молодежи, я заметила, поскольку они физически более сильные и здоровые, это, во-первых. Так, во-вторых, что безопасность, как мы обеспечиваем? Если бы мы не были уверены в том, что мы проведем этот тур абсолютно безопасно, мы бы его не проводили. Это стоит у нас в первую очередь. Как еще объяснить? Обязательно сообщаем МЧС, где мы находимся, что мы делаем. Плюс еще у меня медицинское образование, и я время от времени часто прохожу курсы по оказанию первой помощи, чтобы эти навыки не забывались. И все-таки турист должен брать ответственность какую-то на себя, чтобы он не совершал каких-то глупых поступков все-таки, потому что это же его жизнь тоже в его руках. Мы, инструктора, не смогут за всем прямо уследить. Вот помимо госсубсидий для поддержки туризма, какие еще механизмы его развития необходимо использовать? Я считаю, что в первую очередь нужно снижать финансовую нагрузку для туроператоров и иных организаций гостеприимства. Особенно это важно для начинающих турфирм. В этом году до 500 тысяч выделяли тем отраслям, которые пострадали от именно пандемии, но мы этой субсидией не успели воспользоваться, поскольку мы зарегистрировались в мае, а эта субсидия выдавалась тем, кто зарегистрирован до 31 марта этого года. Так, что еще? Вторая проблема, которая была, это нехватка квалифицированных кадров. Все-таки потому что очень многие люди уезжают учиться в другие регионы России, там, где туризм наиболее развит, и там же проходят практику. Было бы хорошо, если бы у нас в Якутии была бы сильная школа инструкторов, где бы мы на месте уже могли обучать инструкторов или учиться, например, и проходить практику здесь же у нас в Якутии. Так. И третье – это дороги, конечно. Дороги и транспорт. Там очень большой расход уходит на них. И инфраструктура не очень хорошая в этом плане. Думаю, начать стоит с дорог самое важное. А нужно ли объединяться местным туроператорам, чтобы совместно решать и развивать туризм в Якутии? Это не можно, это нужно. Я считаю, наша первая цель всех туроператоров – это необходимо раскрыть все маршруты, исследовать их и показывать всему миру, потому что таким образом мы разовьем не только коммерческий туризм, но также и весь туризм в целом. Потому что туристы гораздо охотнее будут приезжать в то место, там, где все обустроено, все видно, что и как где находится. Например, в Киргизии в программе Maps.me мы можем увидеть абсолютно все тропы. Там ходят, спокойно работают как и туроператоры, так ходят и самостоятельные туристы. Я считаю, что маршрутами их скрывать не стоит, ими надо делиться. Туристов на всех хватит. Ну что ж, Дарина, большое спасибо. Желаем вам успехов. Спасибо вам большое. О развитии внутреннего туризма мы говорили сегодня с организатором экстремального туризма, членом Русского географического общества Дариной Федоровой. Оставайтесь с нами.